Ежегодно 15 сентября Россия чествует тех, кто стоит на страже нашего санитарно-эпидемиологического благополучия. Это день рождения службы, которая незаметно, но надежно оберегает наше здоровье. Для Галины Федоровой из города Покровска Хангаласского улуса этот профессиональный праздник имеет особое значение. 48 лет своей жизни она посвятила этой ответственной миссии. И хотя героиня нашего репортажа уже на заслуженном отдыхе, ее сердце до сих пор отзывается на каждое воспоминание о рабочих буднях. Она живо помнит все сложности и значимость своей работы и до сих пор с теплотой ностальгирует по тем временам. Приглашаем вас познакомиться с этой удивительной женщиной и ее историей. Галина Федорова в девичестве Яковлева родилась 19 февраля 1956 года в далеком северном селе Оленек Оленекского улуса в семье двух молодых педагогов, приехавших по распределению работать в этот отдаленный уголок севера. Когда девочке исполнилось 2 года, семья переехала в тогда еще Орджоникидзевский, ныне Хангаласский район. Здесь ее отец Иван Яковлев со временем возглавил Покровскую среднюю школу номер 1. Но если родители Галины выбрали путь педагогов, то у нее самой тем временем проявилась собственная, сильная тяга к медицине. Мне очень нравилось перевязывать куклы, которые меня отец перевозил. Он часто ездил в Москву, там какие-то совещания, он же директором работал. И вот в результате я очень хорошо и бинтовала, мне измеряла температуру. Ну, все делала. Очень мне это нравилось. Я очень хотела быть врачом. Детская мечта привела ее к выбору профессии. Галина задумала поступить в Якутское медицинское училище. Значит, сдаю документы и смотрю, написано санитарный отдел. Он только открыл, он 2-й год только открылся, а до этого такого не было. Мне так интересно стало. Я подумала, я так-то хотела медиком, лечебником, акушеры там или чего-нибудь. А тут смотрю, санитарное отделение. Я так подумала сначала. Это, наверное, санавиация, значит, надо куда-то ездить, мне понравилось. Я поступила туда. 2 года нас учили все по медицине. Мор ходили там, дежурили, круги. Ну, вообще не было никакого намека, что вот такой у нас будет. Ага. Потом вот к концу 2-го курса началось. Значит, нам уже стали объяснять, какие у нас функции. Ну, санитарное отдел – это значит профилактика населения. Значит, мы профилактику проводим, беседы всякие, чтобы люди вот это не кушали, то это не делали. Вот это все мне очень понравилось. Мы предупреждаем заболевания. Мы не лечим, а предупреждаем. В 1976 году, отучившись, Галина вернулась в родной Покровск, где начала работать санитарным фельдшером в Центральной районной больнице. Оно называлось санэпидстанция просто Орджоникидзевского района. Значит, здание санэпидстанции было деревянное, неблагоустроенное, все удобства на улице. И мы с больницей были вместе. У нас даже бухгалтерия была, у нас отдел кадров, все вместе. Я поступила на работу, там главным врачом работал Гермогенов Павел Павлович. Он к нему на работу. Отдел кадров Кузнецова была и Полина была Мальцева. Но их сейчас, конечно, нету никого. Спустя 2 года она решила получить высшее образование и отправилась в Иркутск. Однако вечернее отделение, на которое она поступила, не соответствовало ее планам. Тем же летом она уехала отдыхать к подруге в Ленск, где ее ожидала неожиданная встреча, изменившая всю ее жизнь. И там нашла свою судьбу. Я там нашла мужа своего в Ленске. Он у меня ленский. И мы так быстренько у нас закрутилось. Ну вот я вышла замуж, свадьба, и дальше уже не училась. А так, конечно, у меня были намерения учиться дальше. Молодожены решили обосноваться в Покровске, и Галина продолжила свою карьеру. Ее трудовые будни были наполнены постоянными разъездами, близким контактом с опасными инфекциями и болезнями. Были вспышки сальмонеллеза в деревнях, в детских лагерях выявляли кишечные палочки, стафилококки, случались и отравления ботулизмом. Один из таких случаев особенно запомнился Галине. Значит, у нас в кирзаводе инженер был, я даже фамилию помню, Мальцев. Значит, он отравился рыбой. Значит, мы же там делаем, как сказать, карту заполняем. Я поехала, инфекционное отделение, они попали 3 их было. Он был неадекватен. Он очень тяжело заболел. Это ботулизм, это такое страшное отравление.
паралич, сознание теряют. Короче, я от его слов поняла, что он купил эту рыбу в рыбзаводе города Якутска. Я давай звонить туда, и остановили мы производство рыбзавода. А потом второй день я поехала, уже второй день, он уже адекватен, он уже хорошо говорит. Ну, плохо говорил сначала, хорошо говорит. Он сказал, что купил участного щуку прямо на улице, грязную еще, говорит, землей там, говорит. Мы его вот так просто вытерли и поели. Ну, вот втроем они поели, мужики. А он очень любит кушать рыбу голову. А этот ботулизм, палочка, она только в рыбе в голове. Он вот эту рыбу, голову почти половину съел, а половину мы отправили на анализ. И там высеяли мы ботулизм. Слава богу, все остались живые. Там врачи у нас были очень сильные, они сразу промывание. Потом я позвонила в город, и, значит, опять дальше этот завод начал свою работу. Тогда меня похвалили, я помню, из города врач была. Она меня похвалила, говорит, вовремя все, а то мы тут не знаем, что делать. Все-таки это производство же. Параллельно складывалась и семейная жизнь. У Галины и ее мужа, работавшего в то время в милиции, подрастали 2 сыновей. Супруг стал для нее надежной опорой. В основном быт взял он на себя. Все-таки мне вот некогда. Он очень хорошо готовит, он за детьми очень хорошо смотрит. Потом командировка эти, по 2-3 дня. Мы ездили по всему Улусу, поехали висеть, приехали только на 2-й день. Очень много было работы. Смотрели все объекты, школы, там, бани, все. А раньше даже смотрели фермы. Но он работал сутками. 2 дня дома. Вот это время он готовил, конечно. Детей смотрел, когда я командировку. И я была очень рада, что у меня парни, потому что не надо им заплетать косички. Я до сих пор не умею заплетать косички. Ну, работа действительно была у ней, ну, как сказать, о работе она отдавалась. Но при этом не забывала о семье в любом случае. Свои проблемы, которые возникали в процессе на работе там и так далее, она как бы в семью не приносила. Мы тогда жили в другом районе, и достаточно далеко ей приходилось ходить на работу, то есть каждый день. Это в районе Кирзавода, города Покровска. И вот она, получается, с одного конца города ходила, поселка на тот момент, ходила в другой конец населенного пункта каждый день. И, по сути, даже редко помню, что она приходила на обед. Ну, очень ответственно относилась к работе. Благодаря своей энергичности и ответственности Галина была избрана председателем правкома, и здесь она проявилась в полной мере. Годы их совместной работы хорошо помнит Борис Протодиаконов, который тогда занимал пост главного санитарного врача. Помню я, как она сделала первый коллективный договор. Вот. И с этого и началось вот тесное наше взаимопонимание, взаимодействие работы. Потому что то, что коллективный договор, это когда есть какие-то льготы и так далее, она защищала права работников, да, вот обеспечением, допустим, вот молоком и так далее. У женщины какие-то дни были физиологические, вот раньше еще работы или 1 день освобождались от работы. Вот. Ну, вот мне помнится один такой, мы всегда зарабатывали, бюджет был у нас, да, поэтому она всегда вот ставила вопрос обеспечением работников санэпиднадзора частными домами. Вот где рядом санэпиднадзор, там есть такие улицы, там это была вот ее идея, и благодаря Арпаеву Николаю Семеновичу, тогда он был в горсовете, мы получили земельные участки работника санэпиднадзора. Галина Федорова возглавляла правком почти 18 лет до самого его расформирования. А со своей непосредственной трудовой деятельности на заслуженный отдых она вышла всего 9 месяцев назад. За годы работы она зарекомендовала себя как профессионал, глубоко знающий свое дело, преданный профессии, ответственный и добросовестный сотрудник. Бывшие коллеги до сих пор поддерживают с ней связь и с радостью ждут в гости. Здравствуйте. Как дела? Кабинет мой. Сейчас тут Надя. Это Надежда, которая сейчас работает на моем месте. Ага. Вот мой компьютер, мой стол. Вот кабинет главного врача.
Вот так мы встречаемся. У нас работа, в основном командировки ездим, да, Хангаласский район большой, Южные Наслега ездим, оттуда мы допоздна работаем. И приезжаем, и Галина Ивановна, вот, не считая свое личное время, вот в отделе кодировки она работала, и все вот эти вот анализы привезенные, она допоздна сидела, кодировала. Как говорится, несмотря на холод, жару, расстояние, ну и другие любые сложности, Галина Ивановна всегда выполняла свою работу на 100%. И даже вот по специфике нашей работы время от времени у нас приходится и после рабочего дня работать, и Галина Ивановна никогда не отказывалась от такой работы. И вот молодым специалистам это как сказать, как пример большой. А еще Галину Федорову коллеги ценят за ее легкий нрав и за искреннюю готовность поддержать и направить молодых специалистов. Галина Ивановна никогда плохо не принимала молодых специалистов. Она всегда их принимала с теплотой, душой, как говорится, по-матерински. И она всегда помогала и всегда находила ответы на их вопросы именно молодых специалистов. И она делилась своим опытом и своим знанием. Тем более этот человек проработал у нас полвека в нашей службе. Это бесценно для нас. Выйдя на пенсию, Галина Федорова с головой погрузилась в уютный мир домашних дел и огородничества. В этом году баклажаны посадила. Первый раз. Вот они, баклажаны, вот растут у меня. Помидоры еще до сих пор растут у меня. Теперь ей принадлежит самое ценное время с близкими. Она с удовольствием проводит его с любимыми внуками, у нее их 6. Ну, она готовит. Собирает алмазную мозаику, занимается огородом. Она добрый человек. Она гостеприимная, очень любит нас, добрая. А также со своими верными подругами, с которыми она делила школьную скамью. Она говорит, я теперь свободная, поэтому я могу. А во время работы она говорила, ой, я еду туда, я еду оттуда, мне некогда. Поэтому более спокойная стала, Дигаля. Вместе они покоряют мир. География их совместных путешествий впечатляет. Таиланд, Малайзия, Египет, Китай, а следующая цель – Турция. Подруги смело отправляются с Галиной Федоровой в самые разные уголки мира. Ой, это очень надежный человек. Галина Ивановна очень надежный человек. Я даже не боюсь с ней, когда еду, потому что она скажет мне, вот эти продукты давай не будем кушать. Что-то, говорит, не внушает доверия. И она вот по своему опыту видит, что вот как-то не так приготовлено. И мы, конечно, естественно, это уже не едим. То есть отравления вам не грозят? Не грозят. Поэтому я совершенно уверена в Галине Ивановне. Пенсия не просто изменила ее ритм, она подарила Галине Федоровой новое осмысление жизни. Сегодня она с улыбкой говорит, что несмотря на все достижения, главное богатство – это, конечно, семья. Работать не хочется уже, потому что, оказывается, я капитально устала, очень сильно устала. Я этого не чувствовала, пока работала. Ну, как в автомате. Ходила туда-сюда, бегала. Сейчас я себя чувствую, конечно, пенсионеркой. Очень обрадовался внук, вот этот Кируша, который сегодня был. Он говорит, бабушка, значит, я теперь могу приходить к тебе, когда захочу, потому что ты на пенсии. Вот сейчас уже могу под 70 лет сказать вам, что я состоялась как жена, как мама, как бабушка. Ну, еще, если поживем, как прабабушка, может быть, получится. Галина Федорова не просто ветеран службы, а живое воплощение беззаветного служения обществу. Ее жизнь – это тихий, но мощный подвиг, который обеспечивал здоровье и безопасность целых поколений.